20 иностранных государств, 1355 спортсменов, 1000 волонтеров, 279 комплектов наград, 19 видов спорта. Все это седьмые международные спортивные игры «Дети Азии», которые на 10 дней захлестнули славный город Владивосток. Если использовать спортивную терминологию, то Владивосток получил право провести игры на коротком уведомлении. В октябре 2021 года столица Приморья была объявлена столицей игр «Дети Азии». И уже в июле 2022 во Владивосток начали съезжаться спортсмены и участники. За 8 месяцев городские власти и оргкомитет приготовили город к тому, чтобы седьмые международные игры «Дети Азии» прошли на высшем уровне. У нас сложилась крепкая, хорошая команда и с самими организаторами, и, безусловно, с правительством Приморского края мы работали в унисон. Но только так достигаются адекватные результаты, только в рамках одной большой команды. Поэтому фасады, дорожное покрытие, готовность гостиниц, готовность общепита, готовность наших спортивных объектов, ну и, соответственно, подготовка волонтеров. Это все огромная работа, которую провел в том числе администрация города. Мне кажется, что работа выполнена как минимум на твердую 4, но по большому счету решать участникам соревнований. Налаженные связи и большой опыт работы Международного комитета «Дети Азии» позволили в кратчайшие сроки выйти на представителей иностранных государств, договориться об их участии и пригласить на игры. Гости же, в свою очередь, подготовили команды, которые достойно защитили цвета государства на помостах, площадках, на ринге и на борцовских коврах. Был совсем небольшой промежуток времени, плюс имеются и ковидные ограничения, затруднено сообщение с, допустим, на сегодняшний день приостановлено авиасообщение с Сеулом, аэропортами Восточной Азии, поэтому это нормальный показатель, который, в принципе, мы прогнозировали. Минимальный рубеж мы ставили 10, средний такой, да, удовлетворительный, это было 15 стран. Сегодня у нас, если считать регионы, федеральные округа Российской Федерации как одну страну, считают, у нас 13 стран, это, в принципе, тот показатель, который мы сегодня имеем. Соответственно, по количеству участников у нас большого снижения нет, потому что изначально было у нас отметка 1650 спортсменов. На сегодняшний день в Владивосток прибыло порядка 1500 спортсменов только. Это не считая тренеров и так далее, всех категорий. «Дети Азии» – мероприятие, широко известное по всему миру. Для многих юных спортсменов они являются первым в жизни международным стартом. И всем известно, невозможно достигнуть высоких результатов, если ты не соревнуешься с сильнейшими. Поэтому, несмотря на нынешнюю ситуацию в мире, 12 иностранных государств с большим удовольствием приехали в Россию, и многие из них увезли в свои страны медали «Дети Азии». Абсолютно уверен, что это очень важное событие, и спортивное событие, и культурное событие и для города, и для всех, повторяю, стран, и для Российской Федерации. Конечно же, особенно сегодня, когда мы видим, скажем так, непонимание со стороны международного сообщества истинных принципов олимпизма. Дети, представители многих стран, 12 стран, Российская Федерация демонстрирует, что мы заботимся о будущем, и дети – это наше богатство. Этот проект уже стал традиционным и занял достойное место в международном календаре. Значимость его определяется не только спортивной составляющей, но и гуманитарной, образовательной, культурной. Мы видим большой интерес стран к этому событию именно с точки зрения формирования резерва для национальных сборных команд, и с точки зрения популяризации видов спорта, и с точки зрения создания атмосферы дружбы между странами, между детьми, потому что базовые принципы закладываются в детстве. И если дети имеют возможность приезжать сюда, ощущают гостеприимство России, ощущают то, что когда вместе люди, они становятся сильнее, и спорт объединяет, а не разъединяет. Это очень важный залог успешного развития и каждой из стран в отдельности, и всего спортивного движения. Олимпийские чемпионы, которых в этом году на играх было предостаточно, все как один заявляют, что в спортсменах, которые сегодня приехали на игры, они видят своих будущих олимпийских коллег. Но кроме этого, все они уверены, что «Дети Азии» — это отличный повод для развития не только детского спорта, но и в целом воспитания здоровой нации.
Я чувствую эту обстановку этих игр. Это не просто спорт, это еще и дружба, общение детей среди своих сверстников. Они обменяются контактами, будут поддерживать отношения, будут дружить с странами. Это здорово. Наверное, это самое главное, для чего спорт нужен. На примере Якутии они в России первые начали проводить эти Дети Азии. Во-первых, благодаря данному турниру они очень хорошо подтянули свою спортивную инфраструктуру. А второе, если раньше, говорит, не было моды на спорт, как-то любил народ там где-то выпить, погулять, но сейчас очень большая мода на спорт. Количество объектов позволяет принять огромное количество народу, и очень много народу у них занимается спортом. Кстати, об олимпийских чемпионах. Отрадно, что поддержать юных спортсменов приезжают победители и призеры Олимпиад, в частности те, кто начинал свой путь на Олимп именно на Детях Азии, для кого приезд в Якутск был первым международным стартом. И то, что Дети Азии вышли за пределы Якутии, они считают огромным шагом в развитии детского спорта. Чтобы регионы могли, позволить себе это и хотели принимать старт такого уровня, все-таки это старт большого уровня, который уже сейчас 7-е игры, уже целые 7-е игры, то есть раз в 4-летие, как у нас Олимпийские игры проходят. Будет очень хорошо, если разные регионы будут принимать эти соревнования. Конечно же, самое главное, что игры Дети Азии – это настоящий праздник для того города, в котором они проходят. И очень важно, чтобы этот праздник проходил при честной спортивной борьбе и при объективном спортивном судействе. Все соревнования прошли именно на том уровне, который готовился, который должен быть для проведения таких соревнований. И стоит отметить, что судейство было опять-таки непредвзятым. За время игр не поступило ни одного протеста, ни официальных, ни устных. Поэтому в этом плане надо сказать, что игры состоялись и состоялись на хорошем уровне. Страница 7-х игр Дети Азии перевернута, и уже начата новая, посвященная 8-м играм, которые вновь возвращаются на родину. И мы уверены, что в Якутии Дети Азии пройдут на самом высоком уровне. Игры Дети Азии начались у нас, поэтому будем очень усердно готовиться. Будем готовить город Якутск, готовить наших спортсменов для того, чтобы на должном уровне встретить всех наших гостей и показать наше гостеприимство. 8-е игры Дети Азии в 2024 году порадуют нас новыми спортивными рекордами, откроют десятки новых имен будущих олимпийских чемпионов. А якутян ждет большой, красочный и яркий праздник. Праздник спорта, дружбы и побед.